Уздюшар нумар 1 Светлагорска займаецца каля 600 хлопцаў. Секцыі на любы густ, плаванне і барацьба, тэніс, баскетбол, таксама прадугледжаны заняткі па тэквандо і боксе. 10 спортсменаў установы уключаны ў спісачныя составы нацыянальных команд краіны на 2026 год. Чем больше начинаешь заниматься борьбой, такая открывается определенная философия, и влюбляешься в вид спорта все больше и больше, и становишься ему преданным. Потом, конечно, когда появляются первые победы, с ними уже такой появляется азарт и такой больше такой огонек, который потом уже трудно, наверное, потушить. Для аматараў актыўнага адпачынку ў мінулым годзе адкрылі лыжаролерную трасу. Дыстанцыя на 500 і 750 метраў. Асфальтабетоннае пакрыццё забяспечвае добрыя умовы для заняткаў спортам як аматарам, так и профессионалам. Очень нравится тут заниматься. И мы тут, это сегодня, так как в нашем городе праздник, поэтому это наша нарядная форма. У нас же от 60 до 87. У нас бабушка в красной кофточке, ей 87 лет. И она ходит к нам на зарядку. Светлагорскі лядовы палац яшчэ адзін пункт у маршруце гасцей фестывалю «Вытокі». Нягледзячы на тое, што аб'ект адкрыты зусім нядаўна, тут паспелі падрыхтаваць юнацкую каманду, якая атрымала перамогу ў абласным этапе залатой шайбы. Детишкам, во-первых, нужно заниматься спортом. Хоккей, это я такой считаю, я по себе сужу. Отличный вид спорта. Становление мужчины в коллективе и всем остальным характера. Я обязательно скажу, это не на камеру, это будет лично детишкам, потому что иногда слова полезнее действий. Допустим, там есть пример, у нас после играли Олимпиаду, первую игру проиграли, и у нас на следующий день там было собрание, эмоциональную речь сказал Илюха Ковальчук. Поверьте, они останутся со мной на всю жизнь. То есть они больше заряжают. Поэтому я попытаюсь детишкам объяснить некоторые нюансы. Я сам прошел эту школу, поэтому я думаю, чтобы они зарядились, восприняли это правильно. Для тых, хто любіць не толькі актыўны адпачынак, але і праводзіць мазгавыя штурмы, Беларуская алімпійская акадэмія падрыхтавала спартыўна-гістарычны квест па знакавым месцам горада. На гэтым пункце творчае выпрабаванне. Неабходна адгадаць від спорта і дамаляваць неабходную атрыбутыку. Яшчэ адно заданне неабходна было адгадаць спартсмена па характарыстыцы. Усяго 3 узроўні складанасці, і трэба не просто выбрать. Спочатку скачок на скакалцы и только потом отказ. Наша команда называется «Перспектива». Готовились мы, сегодня смотрели буквально про олимпийских чемпионов белорусских, видео, викторины от олимпийской школы, поэтому мы немножко уже натренированные пришли. И по времени мы даже опережаем некоторых соперников. Надеемся, что будет у нас какое-то место. Падчас правядзення фестывалю уже добрай традыцыяй стала адкрыццё спартыўнага аб'екта. Светлагорск атрымаў шматпрофільны скейт-роллер-пляцоўку. Менавіта тут с размахом официально открыли фестиваль «Вытоки». В мыслях у нас была успешность этого фестиваля, но вы, как видите, когда душой отдаешься своему делу, то получается все очень хорошо, и я надеюсь, что всем людям это нравится, но и он действительно становится фестиваль наш популярным. Спорту уделяется очень большое внимание, и не только спорту высоких достижений, но и в целом физической культуре и занятия спортом всех возрастов. Поэтому строятся новые объекты. Фактически за последние 5 лет, за предыдущие 5-летия построено около 20 новых объектов. Это и 2 ледовых дворца, и бассейны, и 8 стадионов с искусственным подкрытием. Уже завтра центральная площадь города ператворится ў велізарны олимпийский полигон. Галоўны выклік для подрастаючага пакалення – олимпийский квест. На одной пляцоўцы разгорнуцца локации по 28 видах спорту. Владислава Голобокина, Александр Чернышевич, телерадиокомпания «Гомель».